Вы смотрите новости на Якутия-24. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Коротко о главном к этому часу. Торжественное открытие Сахаланхо пройдет сегодня в Алекминском районе республики. В Якутии появятся свободные от коронавируса заведения, где можно будет не соблюдать ограничительные меры. Игры Дыгына в этом году пройдут без зрителей, но прямую трансляцию покажут телеканалы Якутия-24, НВК «Сахай», «Мамонт». В районах Якутии усилят работу по ограничению выезда людей на природу. Об этом накануне сообщили на совещании оперштаба комиссии по чрезвычайным ситуациям. Одним из главных факторов возникновения лесных пожаров на сегодня является деятельность человека. В регионе действует более 60 природных возгораний. Данные о региональных пожарах передают каждый день по 4 раза в сутки федеральному центру. В совещании принял участие начальник авиалесоохраны Николай Кривошеев. Он отметил о необходимости слаженной работы. В ближайшее время начнется переброска сил и средств на другие точки, где сегодня наиболее опасная лесопожарная обстановка. Обсуждали сегодня у вас мудрый глава на самом деле, да, институт кураторов. То есть члены правительства закреплены за сегодняшний день за муниципалитетами, и которые совместно с муниципалами должны проводить работу в режиме ЧС. Коллеги, я опять напомню, режим ЧС у нас действует, да. Это хорошая такая практика, и если, Дмитрий Ильич, она выстрелит у вас в субъекте, да, и ее можно будет распространять и на другие субъекты. Но для этого нужно поработать. Да, решение о том, что людей, специалистов, которые умеют тушить сложные лесные пожары, мы, наверное, по решению уже штаба здесь, субъектового, будем принимать решение выводить с локализованных пожаров и заменять их силами ваших мобилизованных людей, которые предусмотрены и планами тушения, и сводным планом тушения и так далее. Коллеги, будьте к этому готовы. Глава Якутии Айсен Николаев провел накануне заседание рабочей группы по направлению «Среднее профессиональное образование». В мероприятии принял участие руководитель комиссии Государственного совета России по направлению образования, губернатор Кировской области Игорь Васильев. Во вступительном слове руководитель рабочей группы Айсен Николаев подчеркнул, что одним из главных индикаторов эффективности системы профессионального образования является трудоустройство выпускников. Вместе с тем анализ за последние 3 года показывает, что около 40% выпускников не могут устроиться по специальности после работы. Это говорит о несбалансированности скорости подготовки кадров и динамике изменений в отраслях, сказал глава Якутии. По данным оперативного штаба, на 26 июня выявлено 92 новых случая коронавирусной инфекции. Из них в Якутске 58 случаев, в Чурапчинском районе 7 случаев, Хангаласский район отметился 6 случаями, Вилюйский район 5 случаев, Нерюнгринский и Алданский районы по 4 случая, Мегино-Кангаласский и Намский районы по 3 случая, Верхневилюйский и Устьянский районы по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 2650 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего же с начала пандемии обработано 1 178 600 тестов. В Якутии появятся свободные от коронавируса заведения. С 1 июля рестораны вправе не соблюдать ограничительные меры по коронавирусу при условии оказания услуг только привитым гражданам или при наличии отрицательного ПЦР-теста со сроком не более 72 часов. Таким образом, предприятия общественного питания, фитнес-клубы, спортивно-досуговые объекты и другие заведения создадут условия для безопасного организованного досуга якутян без ограничений для собственного бизнеса. В так называемые ковид-фри-зоны будут пускать по QR-коду, который распознается электронным устройством через портал госуслуги «Стоп коронавирус» и подтверждает действительность получения гражданином вакцины от COVID-19, или же по отрицательному результату ПЦР-теста на бумажном носителе. При этом гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Данное условие также распространяется на работников этих организаций и иных лиц, находящихся в помещениях. 1 июля предприниматели, которые работают в ряде сфер, в том числе сфера общепита, это все рестораны, бары, ночные клубы, караоке, все, кто был ограничен рядом требований по работе, на текущий момент могут принимать посетителей без ограничений, но проверять у них наличие QR-кода или ПЦР-теста, отрицательного, разумеется. И на них никакие ограничения распространяться больше не будут. Также фитнес-клубы, спортивные объекты, крытые ледовые катки,
и другие спортивные объекты, указанные в данном указе, могут также принимать своих посетителей по указанным нормам. Тем временем Якутия стала единственным регионом России, где заболеваемость коронавирусом снизилась на 6% благодаря прививочной кампании и ограничительным мерам. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией. По ее словам, ситуация с коронавирусной инфекцией в ряде российских регионов остается крайне напряженной. Заболеваемость в целом по стране за неделю выросла вдвое. Максимальный рост заразившихся инфекцией наблюдается в возрасте от 20 до 39 лет. Как подчеркнула Анна Попова, половина случаев заражения коронавирусом в России сейчас связана с заражением внутри семьи. В Хандыге строители ведут возведение сразу 2 многоквартирных домов по программе переселения из аварийного жилфонда. По улице Магаданской возводят дом на 29 квартир и на 64 квартиры по улице Строителей. В эти дни работа на этих 2 объектах в полном разгаре. В Хандыге на 2 стройплощадках идут активные работы по возведению жилищных комплексов. Самый большой объем предстоит по улице Строителей. Здесь возводятся 2 жилых дома на 64 квартиры, ввод в октябре 2022 года, и 98-квартирного жилого дома, ввод которого в 2023 году. Строители приступили к работам в середине марта. В данное время мы получили от застройщика эскизный проект для согласования. И он подан в данное время, сам проект, на госэкспертизу. Сейчас установлено свайное поле, проведены работы по отмостке. В 64-квартирный дом по улице Строителей будет заселено 130 человек из 10 аварийных домов по Строителей, Молодежная, Петра Алексеева и Магаданская. А на высвобождаемой территории будет продолжено дальнейшее строительство новых домов. Мы начали работы по монтажу уже цокольной части, цокольных плит перекрытия. Поставили башенный кран для подачи материала. И на объекте также работает несколько единиц техники. Также работает бригада в количестве 15 человек монолитчиков, которые будут уже работать на данном объекте. План этого года – поднять коробку здания, чтобы в 2022 году уже приступить к внутренним работам и в октябре сдать дом под ключ. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандыга, Тампонский район. Глава республики Айсен Николаев поздравил всех якутян с Эсэхом Аланхо, который пройдет сегодня и завтра в Алекминском районе. Цитирую. От имени руководства Республики Саха-Якутия от себя лично поздравляю вас со знаменательным событием Эсэхом Аланхо, который в этом году принимает гостеприимная и благодатная Алекминская земля. С 2006 года, со старта первого десятилетия, мы традиционно проводим Эсэх Аланхо. В эти июньские дни мы собираем в одном тюсюльге всех замечательных людей. Примечательно, что организация и проведение Эсэха для нашей республики – это не только сугубо культурное мероприятие. Велико позитивное влияние этого события на социально-экономическое развитие района, в котором Эсэх Аланхо проводится. В этот раз честь внесения вклада в сохранение уникального памятника эпического искусства народа Саха в продвижении древнего эпоса в современном обществе предоставлена жителям Алекминского района. Пусть Эсэх Аланхо пройдет на высоком уровне и придаст яркий импульс развитию Алекмы. Конец цитаты. Трансляция открытия Эсэха Аланхо будет доступна на YouTube-каналах НВК Саха и Якутия-24. Начало 26 июня, сегодня в 10 часов 50 минут по якутскому времени. Республиканский праздник в этом году пройдет в Алекминском районе. Напомню, в эти выходные дни трансляция на YouTube-канале НВК Саха будет вестись на якутском языке, на канале Якутия-24 с синхронным русским переводом. Тем временем уже открыл праздничные мероприятия в Алекминске конкурс Аланхасутов. Подробности у моих коллег. Конкурс исполнителей Аланхо, можно сказать, открыл мероприятие, посвященное Эсэху Аланхо. Торжественный прием главы наших Аланхасутов, которые приехали с разных концов нашей республики. Это прием, дань уважения нашим носителям, хранителям эпоса Аланхо. Поэтому, конечно же, это очень такое значимое и знаменательное событие.
Количество участников впечатляет, их было бы значительно больше, но пандемия внесла свои коррективы. Цель нашей работы именно выявить одаренных и талантливых молодых исполнителей, учащихся школьников со всех уголков республики. Но в связи с пандемией контингент исполнителей ограниченный, поэтому больше будет участников Салёк-Минского улуса. Впечатлений у участников много, все позитивные. Панорама сразу мне понравилась. Все как на ладони, как прямо вот это река Лена и вот это некоторые вот это наша природа открывается. Это мне очень понравилось от всех, которые я видел вот это Ысых Олонхо. Аланхо, эсэх – не просто слова и определенные действия, это часть жизни и уклада. Мы впитали это с молоком матери в себя. А то, что у нас начали проводиться эсэхи Олонхо, это, конечно, явление нашей современности, нашей современной жизни. Конечно, это очень хорошее мероприятие для возрождения нашей национальной культуры. Значение эсэха Олонхо для воспитания молодежи, оно огромно. Само то, что мероприятие состоялось, уже настоящее чудо, а яркой оправой стала местность, где происходит праздник. Изюминка этого мероприятия, в том числе, это местность, местность, где происходит эсэх. Аня Хачатай – это одно из красивейших мест, мне кажется, не только в Якутии, не только в России, но и во всем мире. Потому что если вот на самолете прилетать, просто из окна видно такое красивое место, долина, и внизу река течет. Просто сама природа создала такое красивое место, и поэтому я думаю, что завтра, послезавтра у нас состоится очень такой грандиозный наш праздник эсэх. Конкурс будет проходить в течение 3 дней. Итоги подведут 27 июня. Елена Фаст, Максим Копылов, Алёк-Минск. Телеканалы «Якутия-24», НВК «Саха» и «Мамонт» также проведут прямую трансляцию соревнований по национальному многоборью «Игры Дыгына». Прямой эфир сегодня стартует в 16 часов по якутскому времени и будет длиться 3 часа. В воскресенье 5-часовое прямое включение начнется в полдень по якутскому времени. На ваших экранах сейчас имена всех 12 многоборцев. Напомним, соревнования в этом году пройдут, к сожалению, без зрителей. Трансляция соревнований также будет доступна в приложении Smart TV на телевизорах Samsung и LG, а также в мобильном приложении НВК «Саха» для iOS и Android. К этому часу пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках. Не переключайтесь.